Вы когда должны сдать объект? По плану до конца месяца должны сдать. Мне нахер твои планы не нужны. По факту, когда все должно быть готово? Ну где-то екі үш ай ғой енді сол. Вы больные, что ли? Хайдах тебе 2-3 месяца. Жоқ, енді біз басында по графику шли, потом возникли проблемы с бюджетом. И вот сейчас запросили дополнительное финансирование. Какое еще дополнительное финансирование, а? Какие еще проблемы? Эй, вы школу строите. Это государственное учреждение. Да, я все понимаю, я все знаю, просто немножко в бюджет не уложились, поэтому вот. Если бы вы эти деньги по назначению тратили, а не к себе в карман, уложились бы. Еще раз говорю, вы школу строите, здесь дети будут учиться. В том числе и мои тоже. Короче, чтобы до конца месяца все достроили, сдайте объект. Причем за свой счет. Ерики, подождите, как Я тебе не ереке. Еркин Асхатович, ну, зачем так сразу? Давайте лучше сделаем так. Раз ваш сын должен учиться в этой школе, вы даете нам отсрочку, а мы создадим здесь все условия. А до этого момента вашего сына устроим самую элитную школу. В смысле? Ты мне предлагаешь взятку? Нет, это не взятки, это, ну, скажем так, вклад в будущее. Будущее ваших детей. Ну, мы же с вами взрослые люди, все понимаем. А по этому вопросу как-нибудь договоримся. Ты больной? С кем ты собрался договариваться? А? Я осуществляю высший надзор. Понятно? И ты хочешь договориться, что ли? Я здесь вам всем кислород перекрою, понял? Потому что я закон. Я прокурор. Прокурор, ясно? Прокурор. Прокурор. Я прокурор. Ой, я власть. Прокурор, Че? тур давай. А? Тур. Еще бы, ладно, у себя дома спал. Но это же наш дом. Поэтому просыпайся, иждивенец. Гоха. Не дай бог такого мужа встретить. Кого ты выбрала? Всем привет! Меня зовут Еркан, мне 30 лет. Я родился в городе Караганда и рос в самой обычной семье. Папа всю жизнь работал урологом. Согласен, уролог звучит плохо, я бы даже сказал херово, но зато благодаря нему у меня никогда не было проблем с девчонками. Мама была учителем, благодаря ей у меня никогда не было проблем с учебой. Нет, вы не подумайте, она мне не разводила ее, просто я учился хорошо. Когда закончил школу, у меня, как у истинного казаха, было два выбора – поступить на финансиста или на юриста. Я выбрал стать юристом. Но так как в Караганде не было подходящих вузов, я переехал в Алматы. Во время учебы я думал, закончу универ и сразу устроюсь в прокуратуру. Но, как оказалось, это я просто думал. После окончания универа я, как и любой молодой дипломированный специалист, был безработным. Поэтому я сразу подал документы, чтобы работать в прокуратуре, прошел тестирование, и мне сказали, чтобы я ждал приказ. А пока я его ждал, мне приходилось выживать. Примерно в то время я встретил свою будущую жену Алию. Я сразу понял, что женюсь на ней, потому что она полюбила меня такого, какой я есть. Молодого, без дома, без денег. В принципе, с тех пор ничего и не изменилось. Единственное, сейчас я уже не молодой. Все было хорошо, у нас родились двое детей. Ее родители всячески поддерживали нас. Очень добро приняли и сказали пожить у них первое время. Но кто знал, что это первое время продолжится по сей день? Верка, давай быстрее, там родители хотят поговорить с тобой. Все, выхожу. Кел балам, отыр. Отыр деп басымызға шығып алып ғой. Гоха. Все, молчу, ничего не говорю. Ну а смысл что-либо говорить, если ничего не меняется? Просто нужно смириться с тем, что муж моей сестры живет в нашем доме. Гаухар, Ойлама. В конце концов, она права. Қанша жыл болды? Осылай жүре бере ме? Бір нәрсе көп. Бір нәрсе емес. Я приказа жду. Точно. Мы-то 7 лет слышим. ей, бүгін нормально отырып завтрағымыз ішейікші енді. Господин прокурор, нахлебник. То есть, хлеб подай. Что вы так придрались? Выходной же сегодня. А? Ты не защищай его? Ты вечно его вот так вот прикрываешь. Знаешь, такое ощущение, будто
Не ты вышел за него замуж, а он пришел к нам как киллин. Ты поел? Да. Я тоже, пойдем. Қайда кеттіңдер? Тамақ бәрін ішіңдер. Точно, ты же у нас бастук. Целый копировальный центр держишь, распечатка. Может, вы уже начнете печатать деньги там? Как раз квартиру купите. Не oldu işindir, Ну что вы налетели на него? Обал ғой. Обал болса, пусть ищет работу, квартиру покупает. А то, видите, распечатка, бисом. Қойш, дүкеніміз ашайық бар. Товарищ. Жанна, ты не переживай. Это они не со зла так говорят. Не со зла? Ни хрена себе. А что будет, если они разозлятся? Но, Еркен, ты же понимаешь, что мама с Гохой тоже по-своему правы. Они хотят, чтобы мы жили счастливо, чтобы мы жили отдельной жизнью. Они же тоже за нас переживают. Да нафиг. Лучше бы не переживали, чем вот так. Я тебе уже 100 раз говорил. Давай съедем отсюда. Ну куда ты съедешь? Мы и так еле концы с концами сводим. Тихо ты. Нельзя уже там как-то ускорить, чтобы твой приказ вышел. Можно. Только для этого нужны либо богатые родственники, либо хорошие связи. Пап, у меня опять машинка сломалась. Давай. Я уже на все готов, чтобы твои родители отстали от меня. Пап, а когда ты станешь прокурором, ты купишь для меня новую машинку? Угу. Куплю. А когда ты уже станешь прокурором? Балам, хотя бы ты не нагнетай. Иди к Аташке. Он классно делает машинки. Беги. Эй, Еркен, машину сюда не ставь. Что, мешает, что ли? Ты же криво поставил. Вот смотри, все ровно стоят, а твоя машина все портит. Ладно. Перфекционист хренов. И закрывай ее. Своруют же. Так кому она нахрен нужна? Еб твои налево, только этого не хватало. Давай. Давай, блядь, сука, нахер! Заколебали уже все. Помощь нужна? Ты себе помоги! До чего ты докатился, Еркан? Уже бомжи помощь предлагают. Я твое спокойствие. Только спокойствие. Еще не все потеряно. Салям, Махпал. Сәлеметсіз, Еркін аға. Как дела? Хорошо? Ты это вчерашние визитки сделала? Сегодня же их заберут. Да. Молодец. Подожди, а что за 300 магазин? Ну как что за 300 магазин? Ну, Еркін аға, вы же сами вчера оставили бумажку. Там было написано 300 магазин и номера. Вот здесь все правильно сделано. Эй, Макал, какой тебе 300 магазин? Зоомагазин. Там было зоомагазин. Магазин для животных. Что, не знаешь такое? Какой... Да знаю я. Ну, простите. Ну, давайте переделаю. Ну, Махпал, ну, блин, всегда так. Когда хочешь заработать, ты берешь его,
Смотри, сколько материалов сразу отдано. Разжить. Да-да, заходите. Открой здесь эскизы. В чем дело? Мы что-то нарушили, что ли? Да нет, слушай, сын игрался и порвал вот здесь, видишь, неаккуратно. Можно будет заклеить ее? Давайте посмотрим. Да, можно сделать. Все, отлично. А то сейчас новую заказывать, блин, ждать так долго. Но у нас тоже не так быстро получится. Здесь надо корочку подбирать, подгонять надо и это ламинировать. Где-то 2-3 часа будет. 2-3 часа здесь. Вот так. Давай, я здесь ее оставлю. Завтра утром приеду, заберу, да? Гришкович, хорошо, тогда номер оставьте, как будет готово, я вам позвоню. Не надо звонить, и так куча звонков. Ты же здесь будешь. Да, тоғыздан бері ашықпыз ғой. Ну все, утром приеду. Хорошо, жақсы. Еркін аға, может, я заклею? Ну да. Не хватало, чтобы ты еще мне прокурорскую ксиву испортила. Ты это переделай. 300 магазин. Хасымов Нурлан Сабитович, старший прокурор отдела прокуратуры Лутовского района. Кажется, мне такая ксива больше подошла. Блин, я бы с ней столько проблем решил. Что ты сказал? Читай. Прокуратура. Я сила, я закон. Но максимум, что я могу с ней сделать, это только склеить ее. Здравствуйте, я могу вам помочь? Я ваш новый участковый. Зовут меня Мади. Да, мы и старого не знали. Он никогда к нам не приходил. А я другой, более заботливый. Тут на вас соседи жалуются. Говорят, шумите. Мы шумим? Вы же видите, у нас не клуб и даже не кафе. Максимум звук от распечатки. Ну, не знаю. А есть кто ответственный? Да, сейчас. Да, нормально все. Сейчас я вот закончил, выхожу уже. Еркін аға к нам участковый пришел. Хочет с вами поговорить. Все, я хаскелем, давай. Здравствуйте. Мына жақта кәдімгідей кабинет бар екен ғой. Нынче в копировальном непростые люди сидят, да? Это почему? А вы по какому вопросу? У меня не вопрос, у меня жалобы. На вас соседи жалуются. Говорят, мусорите, краской воняет. Да нет. Вообще, как мы можем шуметь? Это же копировальный центр, не кафе, не клуб. Да, мне также ваша секретарша ответила. А у вас документы есть, Акель? Да. Ну или можем сразу решить. Штраф мне оплатишь, а с соседями я сам разберусь. Да нет, у меня все документы в норме. Да, посмотрим. Огнетушителя нет. Вот можете любой документ проверить. А насчет жалобы про шум там я могу поспорить. Да не надо, все, ладно. Как не надо? Да вот, смотрю, нарушений нет и, в принципе, быть не может. А что там, соседи на чем жалуются? Да, на чем могут соседи жаловаться? Говорят, продукты подорожали, коммуналка, да и дороги убиты во дворе. А это, мы тут при чем? А я так и говорю, они тут при чем-то? Странные. А что ты говоришь, что они жалуются? Да, эта информация просто во мне держалась так долго, и вот решил с вами поделиться, да? А корочку посмотреть можно? Просто это... Ты уверен, что хочешь посмотреть? Не надо, ладно. Извините, пожалуйста. Ты лучше не ходи так, не жалуйся. А работать надо.
Да, я так и делаю. Просто вот лично с вами хотел познакомиться. Вот. А это ваш, да, копировальный? Ну да. Просто нам нельзя иметь бизнес. Поэтому я так тихо, скромно. Никто не знает об этом. Ну и никто не должен узнать. Поэтому вам... Короче, я тебе советую забыть про все это. Ну и дорогу сюда. Ясно? Все, понял. Вопросов больше нет. Все тогда, давай, работай. Удачи. Есть. Извините. Ема. Мынау красивое емес, мынау силовое. Махмал, ко мне никого не впускать. Так никого и нет. Я в общем говорю. Если даже кто-то придет и спросит меня, не впускай. Занят я. Или нахрен меня нет. Так. Пробуем. Ради интереса. Только один раз. Тут 7 лет ждешь приказа, а теперь за 7 секунд делаю ксиву. Хер с ним. Раз ксива не идет к Еркану, Еркан придет к ней. За все надо платить. У нас нет лишних денег. Я по-другому решу этот вопрос. Инвалидник, да? Группа какая? Ты не вмешивайся. У родителей жены это неправильно. Ну, я же не черт, не чмук какой-то, чтоб у родственников жены жить. Я лучше в Караганде поживу. Трус-трус. Да ну его нахрен.